Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Тренерский штаб сборной России по футболу объявил окончательный состав команды на чемпионат Европы. Этот список состоит из 26 игроков. В него вошли вратари Антон Шунин, Матвей Сафонов и Юрий Дюпин. Защитники Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов и Андрей Семенов. Полузащитники Дмитрий Баринов, Рифат Джамаледдинов, Александр Головин, Данил Фомин, Роман Зобнин, Максим Мухин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Аздоев, Денис Макаров, Алексей Миранчук и Денис Черышев. Нападающие Артем Дзюба, Антон Заболотный и Александр Соболев. Напомним, чемпионат Европы стартует 11 июня. Россияне на групповом этапе выступят в квартете «Б» вместе с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Волейболистки сборной России в 3 партиях проиграли команде Японии в матче 6-го тура предварительного этапа Лиги наций. Встреча прошла в Италии и завершилась со счетом 25-20, 25-21 и 25-21. Для россиянок это поражение стало вторым к ряду. Ранее они также в 3 сетах уступили бразильянкам. После 6 матчей российская команда занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 3 победы. Японки идут на 2-й строке, выиграв в 5 встречах. Напомним, на предварительной стадии команды сыграют по 15 матчей, по итогам которых 4 коллектива с наилучшими показателями продолжат борьбу за медали в стадии плей-офф. Баскетболисты Бруклина дома со счетом 123-109 одержали победу над Бостоном в 5-м матче серии первого раунда плей-офф НБА. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев площадки Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл из 34 очков, 10 подборов и 10 передач. У гостей самым точным был форвард Джейсон Тейтум. На его счету 32 очка. Бруклин выиграл серию до 4 побед со счетом 4-1. Команда вышла во 2-й раунд, где сойдется с Милуоки, который в своей серии со счетом 4-0 победил Майами. Россиянин Данил Медведев выиграл у американца Томми Пола в матче 2-го круга открытого чемпионата Франции. Игра завершилась со счетом 3-6, 6-1, 6-4, 6-3 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под 2-м номером. В 3-м круге он сыграет с еще одним представителем США Рейли Апелкой. В данный момент Медведев занимает 2-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, имея в активе 10 титулов ATP. На турнирах серии «Большого шлема» его лучшим результатом является выход в финал. Перейдем к событиям нашего региона. Якутяне стали призерами открытого Кубка Крыма по греко-римской борьбе. Турнир, участие в котором приняли 73 спортсмена, прошел в Алуште. В весовой категории до 63 килограмм 3-е место занял представитель якутской школы борьбы Федор Устинов. Также на 3-ю ступень пьедестала взошел Андрей Слепцов, выступавший в весе до 130 килограмм. Отметим, что оба якутянина являются студентами училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева. Нападающий якутского футбольного клуба «Арктика» Арсен Лыткин номинирован на звание лучшего игрока 1-го тура Дальневосточной юношеской лиги. В стартовой игре турнира против Белогорца из Белогорска Лыткин отличился одним результативным ударом. Напомним, данная встреча прошла в Якутске на стадионе Туймада и завершилась со счетом 2-0. Итоги голосования будут подведены в ближайшие дни. Во 2-м же туре юношеской лиги «Арктика» отправится в Петропавловск-Камчатский, где сыграет с местным «Вулканом». Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!